Россия готовится к празднованию 70-летия Победы. Выстоять и победить наша страна смогла только благодаря своим гражданам, нынешним ветеранам. И в преддверии праздника сотрудники республиканского МЧС побывали в гостях у тех, кто ковал Великую Победу. Виталий Абрамов продолжит. Галина Андреевна Гицко родилась в далеком 28 году. Война началась, когда она училась в школе. Все ее ровесники наравне со взрослыми работали в совхозах. Галина Андреевна работала на картофельном поле. Знаете, колхозники хоть, кажется, переживали войну, да, но как-то с песнями, ехали на телегах с песнями, невзирая на то, что трудные времена были. Очень как-то люди стремились помочь вот этому фронту, как бы сказать. Очень дружно все работали. Война забрала у маленькой Гали отца, и благодаря сестре-трактористке их семья осталась с куском хлеба. Затем сотрудники МЧС встретились с Людмилой Яковлевной. В 41-м ей было всего 7 лет, но она прекрасно помнит те тяжелые времена. Помнит, как ходили в лес, где собирали грибы и ягоды, помнит, как сдавали бутылки и получали за это пряник, а еще помнит, как потеряли целую месячную норму продуктовых карточек. Такая вот большая карточка была. И там написано крупа, сахар, хлеб, вот, там масло, все. Вот эти карточки, вот эти большие, все карточки бабушка потеряла. Мне, наверное, вытащили. Ну, хорошо, отец работал у нас в типографии, поэтому как-то карточки все восстановили. Но самым запоминающимся днем для маленькой Люды стал, конечно же, День Великой Победы. Такой день яркий, хороший. И мы жили на Лермонтовой, а там как раз через несколько домов было такое углубление. Углубление, ну как бы яма. И там росли подснежники. После беседы с ветеранами ведомственный фельдшер проверяет состояние здоровья хозяев и дает профессиональные советы. Такую помощь ветеранам ведомства оказывает постоянно. Вот также в преддверии праздника Победы у нас будут проводиться встречи с молодыми сотрудниками, где они будут делиться своим опытом работы в тылу во время Великой Отечественной войны. Вот. Ну и напутствие давать молодым сотрудникам. Встречи с ветеранами пожарной охраны и Великой Отечественной войны проходят и в других подразделениях МЧС по Якутии и будут продолжаться. Мы не забываем о тех, кто подарил нам победу. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.